кабардинского журнала «Ошхамахо», а до «Ошхамахо» выходили 3 альманаха. В 30-х годах выходил альманах «Каружа», «Новая сила». После выходил «Макужа», «Новый голос». И потом «Кабардей». И, значит, этот альманах «Кабарда», который выходил раз в 3 месяца, выпускался до 1957 года, когда у нас в республике начали выпускать Мингитау и Шуйхлок и Ошхамахо. Значит, Кабарда, соответственно, прекратила свое существование. Но это не значит, что не было опыта, не было накоплений литературных. В первых номерах журналов «Аружа» и «Макужа» печатались наши знаменитые тогда писатели, которые впоследствии стали народными поэтами-писателями. Это и Хачим Тиунов, и Алим Кишоков, это и Бетал Куашев, это и Адам Шагинцуков, и многие другие авторы, которые составляли резерв этого альманаха. Куаш Бетал сыцзышнер. Дагав мафи жаш мазагуй сыцзышнер зыш. Ишагаш акмгашам, лаш дифуара зыш. Схужипанер сихакумажа, арсит лантаунеш. Воумыш умпамси гуажар, сева сруэш. Первым редактором альманаха «Кабарда» был Бетал Куашев, знаменитый поэт, который вернулся с войны инвалидом и сделал все для того, чтобы кабардинская литература в дальнейшем могла бы опереться на что-то такое весомое. Он был новатором в поэзии, он был новатором в публицистике, он был прекрасным редактором. Кстати, прожил он ровно столько, сколько было отведено прожить альманаху «Кабарда». Он умер в 1957 году, 1 мая. В 1957, значит, у нас появилась редакция журнала «Ошхамахо». Правда, первый номер вышел в 1958 году. К этому прекрасному занятию идеи хорошие относились с любовью, серьезно. Все писатели наши были заинтересованы, конечно, в издании этого журнала. И вот, значит, организовали редакцию, коллектив редакции во главе с детским поэтом, прозаиком, известным человеком Шамаховым Амирханом. Он был главным редактором, и правление Союза писателей с главным редактором занимались подбором кадров и отбирали лучших из лучших. Известного в то время журналиста, прекрасного журналиста, талантливого человека Хатырзу Ширитова взяли ответственным секретарем. Зав. Отделом прозы стал Шевлоков Петр, который в 1955 году тоже закончил литературный институт. По отделу критики и драматургии принят был Бетал Курашинов, который долгое время на телевидении работал и много полезного сделал для развития нашего телевидения. Отделом поэзии, можно сказать, командовал Петр Мисаков. Короче говоря, такой коллектив, которым можно было позавидовать их таланту, их добросовестному отношению к своей работе. Шодженцик Адам Анна. Сыча Ануанам ходил бенча гуапа. Араш епсам инам уфазахар япа. Аси жуаля жиау сишхам акадилла. Бенхаплах ямишону бигдобсалла. Варижагу миша аси ана дыша. Гака сухвы газом. Прореша газа. Амирхан Шамахов.
передал эстафету Адаму Шагинцукову, народному поэту Кабардино-Балкарии, очень прекрасному прозаику и поэту. А потом, значит, эстафету опять приняли малокабардинцы Зуберт Хагазитов. Зуберт Хагазитов, вы знаете, один из лучших поэтов из числа кабардинцев. Жив-здоров, дай Бог ему долгих лет жизни. В этом году ему исполняется 85 лет. Тхагазит Зубер. Гатха жибгам зившофауа, Налшик парком кушекух. И заманом фабагаджауа, са бейтева зублях. Как обсенжо, сауар папжо, вагозукхар пазганаш, орад гуапи вавухату, ноба сигум пуусаш, а орадым псалла ухатыр сава бзеншо набжесанш, а орадым ямакамар сава неджа возгажанш. Зиш хазаком гашар гатхау ягакону лямыджин, уара сарады загусам, майр зейимыджин. После Зубера пришел Хамид Кармоков, стилист и большой знаток литературы адыгских народов. Он тоже несколько лет проработал. А потом пришел Петр Шевлоков, который долгие годы руководил этим журналом, а до этого был ответственным секретарем. Каждый из них что-то новое привносил в журнал, что-то новое давал читателям и привлекал очень многих авторов. Журнал стал не только литературным журналом, но и общественно-политическим. Я думаю, что у наших народов, значит, журналы должны нести функцию не только литературы, но и общественно-политическим. Материал мы должны печатать. И в этой связи во время Петра Шевлокова было очень много интересных материалов напечатано. И в те же годы начали печатать очень много материалов по черкесскому зарубежью. Я один из авторов этого журнала по данной тематике, поэтому могу сказать, что тема была поднята своевременно. Потом из научно-исследовательского института пришел наш классик. При жизни он был классиком, Борис Утижев. Дунеем цуфур заритетер заш, какой заиджри касушаш, жашм лагонагар قيوفح ردنا بستريب خوش سسخوي قمنا فمخوش بصح какой сигуза шам яга отаж. Я отажуй озахумха, а уздаха горкашит кухнш, там лагуна удатум тфухиха, гухашмазм дышагошхнш. Гукапс бейтияхам кагажа, сигухаль пшиналям ойда онш, псисаналля зашов захаша, лагунаха пшам ужасшанш. Динасыпым хомагаш зжаш, дунеем цухур заритетер заш. Стихотворение, которое сейчас прозвучало, принадлежит перу Бориса Утижева. И стихотворение я открыла для себя это в журнале «Ошхамафа». Это был журнал, без которого я себе не представляла быт, общения. Порой и школу, потому что в школе мы часто обсуждали новинки, особенно в старших классах, появляющиеся литературные новинки. Вообще журнал был «Ошхамахо» был кузницей всей нашей творческой интеллигенции. Какие только поэты там не печатались. Многих наших маститых поэтов и писателей первые публикации пришли к людям через этот журнал. Он тоже долгие годы проработал, я должен сказать, прекрасно оформлял журнал, потому что он не только писал и прозу, и поэзию, и драматургию, он еще рисовал великолепно. Он скульптурой занимался, он занимался чеканкой, и все это попадало на страницы нашего журнала, и журнал стал неузнаваем. И поменял свой формат. Вот сегодняшний формат, это идет от Утижева. Здесь работали очень интересные люди,
И традиционно считалось, что этот состав литераторов, которые имеют отношение к редакции и художественно, и к редколлегии, что это избранные люди. Им было доверено вести особое направление в литературе. Они определяли вектор развития кабардинской литературы. И более того, здесь появлялись и переводные вещи, и произведения, написанные адыгскими писателями из диаспоры, из других республик. То есть вот под этим замечательным грифом объединялись труды очень разных и очень интересных людей. Я помню, что вот этот период, который я застала, это 90-е годы. С 92-го года, следующие 13-14 лет, я работала в отделе публицистики, занималась литературными произведениями не я, но я видела, с какой тщательностью, с каким вниманием отслеживалось все то, что пишется, что появляется нового из прозы, поэзии, и с авторами было принято работать очень внимательно и очень тщательно. Это была для меня колоссальная школа, конечно. Содержание литературного журнала зависит от того материала, который его наполняет. Родные языки в том состоянии, в котором они находятся сейчас, уровень владения родными языками, к сожалению, не способствует тому, чтобы на нем сейчас создавались произведения вот в жанре, допустим, романов. Проза, можно сказать, что проза сильно сейчас вот теряет воплощенные произведения, они или мы о них не знаем, или же их нужно еще все-таки дорабатывать. Чего не скажешь о времени прошлом. Были писатели, были очень мощные писатели, и спустя годы начинаешь понимать, с кем мы имели дело. И опять-таки, возвращаясь к тому редактору, с которым мне посчастливилось работать целых 14 лет, это Борис Утижев, наверное, во многом авторы равнялись на него. На этой фотографии очень интересный состав старших. Это Борис Утижев, Кашиф Эльгаров, Борис Кагермазов и известная в писательских кругах машинистка Марзидан Пхавакачева. Бориса Утижева я знала с детства, знала по его пьесам, по его стихам, и даже мы с ним переписывались. Прошло столько времени, и я уже работала в журнале. Однажды, в один прекрасный день, он достал эту стопочку писем от школьницы и подарил обратно их мне. Я и тогда понимала в детстве, что вступила в переписку с очень интересным человеком. Такие развернутые ответы, чтобы писались известным драматургом, ученым, совсем незнакомому ребенку, лишь потому, что он увидел заинтересованность в чем-то. Тогда я мечтала связать свое будущее с театром. Как и многие девочки, я хотела стать актрисой, но сложилось так, что Борис Куневич, наверное, на меня оказал очень большое влияние, вплоть до того, что кроме стихов я стала заниматься тем, что учиться писать пьесы. Специально он меня ничему не учил, никогда меня не называл своей ученицей,
Но тем не менее, когда перед тобой каждый день, каждый рабочий день ты видишь твоего руководителя, занятого тем, что он пишет, пишет и пишет, невольно ты это перенимаешь. Тогда еще тексты набирались, печатались на машинке, и за машинкой сидела легендарная Марзидан Хавакачева. Она была известна тем, что абсолютно преданный своей профессии, очень скромный человек. Она жила одна в городе, и работа, коллектив редакции, можно сказать, что заменил ей во многом семью. Что касается редактора отдела прозы, Бориса Кагермазова, это был замечательный человек. Я помню, что у него была мечта стать народным поэтом. Я очень рада, что он к этому пришел при жизни. Он издавал очень хорошие сборники стихов. Сам он умел дружить. У него были всегда в его кабинет приходили друзья, авторы. Кагермас Борис. Лажгъуэ тӏощӏрэ езанэм къыщызолъыхъуэ си лъэужь. Зыхузогъазэри зэманым бейтеуэ сигу абы соупщӏ. Зэман уощӏэжыр сэ зэгуэрым лӏэщӏыгъуэ кӏуам сыщыпсэуащ. Къару семыблэу слъэкӏыр псори си хэкум уэрэ фхуэзлэжьащ. Ерыщу скӏуами гъащӏэ гъуэгур абы кӏэиӏэущӏэкӏащ. Фатӏур зэманыр фӏыуэ слъагъу хэкур фи гъуэгу мухт, фысщхьэщыкӏащ. Лӏэщӏыгъуэ тӏощӏрэ езанэм къыщызолъыхъуэ си лъэужь. Ар щызмыгъуэтым си хэкуанэм лӏэпащ жыхуаӏэр къызолэжь. Хьэуэ, солъагъуэр си лъэужьыр, ар уи гъуэгу иным хэтщ си хэку. Ар щыщ зэман уэ уи ӏэужьым. Абы кӏыхъуащ мыух си гъуэгу. Ответственный секретарь Кашиф Эльгаров, он свои обязанности выполнял очень хорошо, и во многом наполнение журнала от него зависело, сроки сдачи материалов. Я должна признаться, что я в душе благодарю старших. Это действительно был колоссальный опыт. Борис, бедный, умер в 2008 году, и его заменил Кашиф Эльгаров, который работал там ответственным секретарем журнала, и который эту кухню знал великолепно. Великолепно. У меня первые стихотворения были опубликованы в 1955 году, и по результатам этих публикаций меня направили в Москву на учебу. И поэтому я всегда крутился среди наших писателей. И не ошибся тот человек, который порекомендовал ко мне приходить. Я эту кухню хорошо знаю. Знаю, как журнал создавался, как наши писатели работали. Потому что, я же говорю, 43 года работы в журнале, мы всегда радовались тому человеку, кто принесет нам хоть одно стихотворение. И к нам тянулись все писатели, все поэты, вся творческая интеллигенция. А наши писатели почти все начинали как журналисты. Все работали журналистами, но 95% все, значит, они начинали с журналистикой. Вот. Так что журналистика это много значило. И я еще раз повторяю, что ценилась она, эта работа, ценилась тем, что, значит, имела силу, прислушивались к слову журналиста, к слову писателя. Я, когда учился в школе, если к нам писатели приезжали, это для нас большой праздник был. Большой праздник живого писателя увидеть перед собой. 43 года работал я в журнале, 43.
начал, значит, с простого редактора, потом стал ответ-секретарем, потом ушел с должности главного редактора. Я скажу, когда уходил даже вот лет 5 назад из журнала, уходил и тоже имелось в виду. Не хватало уже произведений. Журнал всегда нуждается в произведениях. Вот. А так для чего он существует? Если нечего печатать, это трагедия. Это трагедия. Я выписываю аккуратно и Ошхамаху, и Адилапсаша, и Нур. Слежу и каждый раз с грустью думаю, Боже мой, нет молодежи, нет той группы, которая приходила к прекрасному человеку, талантливейшему поэту Петаву Куашеву. Приходили мы к Адаму Шагинцукову, Бубе Карданову. Вот они в основном и работали в Союзе писателей. Как только что-нибудь создадим, плохое оно или хорошее, конечно, хорошего мало бывало среди этого. Сразу прибегали в Союз писателей. И как они нас встречали, как Союз писателей работал тогда с творческой молодежью. Я, к сожалению, сейчас самый старший среди писателей. Я член Союза писателей, и поэтому стажу тоже первое место занимаю. Я членом Союза писателей стал в 1959 году, уже 60 лет тому назад. Вот. Это я к чему говорю? Это я не хвалюсь. Просто говорю о том, что есть и как было. С нами занимались вот эти наши классики. Они ежегодно проводили семинарии, совещания молодых писателей. И я здесь недалеко, живя из Шалушки, я самое активное участие принимал в этих мероприятиях. Я это все видел, я это все испытал. Я знаю, как у нас развивалась литература, кто чем занимался, кто что издавал. Если какой-нибудь сборник вышел в издательстве нашем, или книга про прозы выходила, мы это просто изучали. Мы просто подражали нашим старшим писателям. Вот сейчас много говорят, что, мол, исчезает родной язык. Родной язык сохраняется тоже, между прочим, немало в этом роль играет литература художественная. Я, когда, учился в школе, я жил, в первую очередь, знакомился с кабардинским поэтом-писателем. Я говорю, все остальные тоже так же, вот так. Поэтому вот эта угроза исчезновения языка тоже, я еще раз говорю, во многом зависит от литературы. В Америке американцы живут, все. А в России это, по-моему, это не подходит, этот принцип. В России многонациональное государство. И эти, народности составляют большую Россию. России нужны и кабардинцы, и болгарцы, и нагайцы, и карачаевцы. Короче говоря, река большая откуда собирается? Из ручейков. Если не будет ручейков, большой реки тоже не будет. مقاج أناتوليا كشق ورد مازت حول نقر وافم جرجاش
Вагъуэ цӏыкӏухэр щыгъэу зэбгыр щэщащ, жэщыр пщӏыхь дахащэу ӏупхъуэм къызэпощ, уэри мыщӏэ цӏыкӏуу гущэм укъыхощ. Жей си ӏэфӏ си фӏыгъуэ, жей си гурыфӏыгъуэ, си къудамэ цӏыкӏуу къыдэжа, жей си нэху, си дыгъэ, жей си насыпщыгъэ, си удз гъэгъа цӏыкӏуу къыхэжа. Сыт ущӏемызэгъыр си гуфӏэгъуэ щэху, щабэщ уи гущапӏэр, тыншу зыгъэпсэху. Жей си дыщэ кӏанэ, жэщыр зэгъэжащ, сэри уэрэд цӏыкӏум къытезгъэзэжащ. Жей си ӏэфӏ, си дыгъэ, жей си гурыфӏыгъуэ, си къудамэ цӏыкӏуу къыдэжа, жей си нэху, си дыгъэ, жей си насыпщыгъэ, си удз гъэгъа цӏыкӏуу къыхэжа. Жей зи насыпсыпэм псышхуэр ирижэн, гъэзэр техьэхыу лъабэкӏэ сежэн. Жей си фӏыгъуэ закъуэу нэхулъэфӏ къысхуекӏын, сэ гуфӏэгъуэ нэпсхэр зыхущӏэзгъэкӏын. Гъуджэм зысщыбгъэпщкӏуу хъумэ уи плъэрей, сэ пхуэсщӏын къэтыгъэу щыӏэ псом я лейр, мазэ тхьэху лъэныкъуэр къыпхуэслъыхъуэжынщ, вагъуэ щыгъэ цӏыкӏухэр къыпхуэсщыпыжынщ. Жей си ӏэфӏ, си фӏыгъуэ, жей си гурыфӏыгъуэ, си къудамэ цӏыкӏуу къыдэжа, жей си нэху, си дыгъэ, жей си насыпщыгъэ, си удз гъэгъа цӏыкӏуу къыдэжа. Сегодня журнал возглавляет молодой редактор Анатолий Мукошев. Мы надеемся на то, что журнал, как и прежде, будет расти и духовно, и будет расти по содержанию, будет много рубрик, много интересных материалов, и будет преподносить кабардинскому читателю то, что нам дорого, то, что нам хочется и чего бы мы хотели увидеть. Я лично считаю, что журнал сугубо, я уже говорил об этом, не должен быть литературным и общественно-политическим. Он должен освещать все стороны жизни. Вот при Хасане Тхазеплове журнал «Литературная Кабардино-Балкария» в какие только уголки не заходило и какие только темы они не освещали. Вот примерно такой же должен быть единственный журнал на кабардинском, на балкарском и плюс еще на русском языках. Улыбаясь пасторально, как блаженный казначей, я теряю постоянно сотни разных мелочей. То ключи, то авторучку, зажигалки, все подряд. То перчатки, то получку, как в народе говорят. Никуда не обращаюсь провидению назло. Никогда не обольщаюсь, что с той вещью мне везло. Я не верю в талисманы, виноваты знаю я, то дырявые карманы, то рассеянность моя. У любой моей потери есть счастливый оборот. Вдруг, случайно, к чьей-то двери ключ мой точно подойдет. Пусть ночную темень плавя солнцем крошечным зенит зажигалочное пламя грусть бессонниц озарит. Деньги для того, чтобы тратить, а с нежданными не грех сделать самобранкой скатерть на столе своем для всех. Это все я представляю и открытию удивлюсь. Ничего я не теряю, а делюсь. Деньги нами править рады. Сосчитай, запри, проверь. Человек, руби канаты щедростью своих потерь. Должен сказать, что кабардинский журнал, как и газета, была кузницей кадров для нашей родной литературы. Теперь там работают молодые силы, и каждый горит своей работой, и каждый хочет что-то новое привнести. Нынешний коллектив редакции журнала старается сохранить и использовать в своей работе опыт предшествующих поколений. Публиковать произведения классиков русской и мировой литературы в переводе ведущих кабардинских поэтов и писателей. В последнее время особенно остро ощущается падение престижа национальных языков. Литературные объединения, библиотечная сеть, национальные общественные организации не в состоянии решить эту проблему самостоятельно. Поэтому здесь необходима поддержка государства по стимулированию чтения и литературного творчества, в первую очередь на национальных языках. Радует, что подрастает достойная литературная смена.